الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: кто придет в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, тот получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах увидеть то обещанное Аллахом на наших весах, да, и чтобы эти знания, которые мы стремимся получить, они нам принесли пользу в обоих мирах. По милости Аллаха мы продолжаем цикл лекций тафсира 30-го джуза, и на той неделе мы с вами разговаривали о суре Лаиль, то есть ночь, и поговорили о первой части, где Аллах субханаху ва тааля упомянул то, что кому Он пожелает, облегчает путь к легчайшему, то есть к раю. А тот, кто желает этот мир, конечно же, Аллах облегчает ему путь к тяжелому. То есть к этому миру Он облегчает, дает им эти мирские блага, но тем самым отдаляет от, то есть наоборот, отдаляет от рая и приближает к аду. И сегодня с вами мы, иншаллах, поговорим о второй части этой суры, где Аллах субханаху ва тааля говорит в 12 аяте: «Ва инна лана лал ахирата вал ула, а инна алейна лал худа». То есть здесь Аллах говорит, нам надлежит вести прямым путем. Что такое прямой путь? Прямой путь, если посмотреть, то это тауфик от Аллаха. То есть эту вещь никто нам не может дать, кроме Аллаха. И тауфик – это то, что Аллах субханаху ва тааля делает в наших чувствах, в наших душах, чтобы мы любили, стремились поклоняться Аллаху. И те дела, которые Он запретил, те дела, которые Ему ненавистны, Он их в наших душах делает противным. И это все тауфик от Аллаха. Из-за этого, когда мы обращаемся к Нему, почему? Потому что мы знаем, самое сильное оружие мусульман – это дуа. И мы постоянно должны просить, потому что у нас есть всегда что просить. И вот здесь мы должны обращаться к Аллаху и просить тауфик. Тауфик, чтобы Аллах субханаху ва тааля дал нам его. Чтобы мы то поклонение, которое мы совершаем, альхамдулилля, мы прочувствовали сладость. И те греховные поступки, которые нас могут окружать, потому что наш злейший враг, он всегда стремится, желает, подстрекает нас, чтобы мы совершили их, чтобы Аллах сделал для нас это ненавистным, противным. И это все, конечно же, от Аллаха. И дальше Аллах субханаху ва тааля говорит, нам принадлежит последняя жизнь и жизнь первая. То есть из этого мы узнаем то, что этот мир и ахират – это все то, что создал Аллах субханаху ва тааля. И все то, что внутри этого, подчиняется только Ему. И вот здесь Аллах субханаху ва тааля сказал то, что ахират, то есть Он первым привел ахира. И как мы уже с вами проходили в суре Духа, да, Аллах субханаху ва тааля, обращаясь к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Валал ахирату хайрун лака минал уля». То, что ахират, вечная жизнь для тебя лучше, чем это первое. И давайте посмотрим на нас. Для нас что предпочтительней? Что мы желаем больше? Куда мы стремимся?
каких дел мы совершаем больше? О чем мы думаем? И наше сердце, чем оно занято? Какими заботами? И если мы найдем ответ, и в нашем сердце стремление к ахирату больше, то это, конечно же, милость от Аллаха. Но если же в нашем сердце забот об этой дуньи преобладает, то тогда, конечно же, мы должны вернуться к словам Аллаха и готовиться к встрече с Ним. Почему? Потому что это неизбежно. И эта дунья, первая жизнь, по сравнению с последней, это всего лишь что-то маленькое, мелкое, крылышко комара. И мы, некоторые, полноценно отдаются этой жизни. И всего лишь немногие, кто вспоминает об ахирате и готовится к этому. Из-за этого, когда мы обращаемся к Аллаху, об этом мы тоже должны просить и готовиться к встрече, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля облегчил нам и, конечно же, принял наши поклонения. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фаанзартукум наран талазза». И Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к нам, говорит: «Я предостерег вас от пылающего огня». То есть Аллах Субханаху ва Тааля предупредил нас, и Он никого не наказывает, кроме как после предупреждения, угроз. И когда человек уже знает, до него дошел довод, тогда да, Аллах Субханаху ва Тааля, Он может наказать. Но Он этого не желает. Он желает для нас только добра. И даже когда мы совершаем какие-то недозволенные поступки, Аллах Субханаху ва Тааля дает нам отсрочку. Он дает нам какие-то испытания, болезни, проблемы. Для чего? Для того, чтобы мы Его вспомнили. И вспомнив Его, обратились к Нему, попросили прощения и встали на прямой путь. И в хадисе, в сборнике Муслима приводится, да, то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: в аду самым легким наказанием будет то, что люди будут одевать тапочки из огня, и по причине этого ихние мозги будут кипеть, как вода кипит в кастрюле. И это для них будет казаться самым тяжелым наказанием. А на самом деле это всего лишь самое легкое наказание. Аллах Субханаху ва Тааля предостерегает нас, предупреждает. Он заботится о нас. Но некоторые из-за своего высокомерия не слышат, не хотят слышать. Из-за этого, альхамдулилля, Аллах Субханаху ва Тааля наставил нас на этот путь. Альхамдулилля, мы подчиняемся Ему и всегда должны обращаться и просить, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля уберег нас от мучений адского огня. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фаанзартукум наран талазза ла яслаха илля аль-ашқа». Войдет в него только самый несчастный. И даже после того, как человек услышал столько доводов, увидел столько знамений,
после этого он не принял это. То есть мы же должны понимать то, что Аллах Субханаху ва Тааля наделил нас чем? Разумом. Чтобы мы могли размышлять, думать, сравнивать. И даже после того, как мы увидели знамения, услышали доводы, и даже после этого, если человек не образумится, то тогда, конечно же, он несчастный. И Аллах Субханаху ва Тааля ведет его в ад. Как он дальше сказал: «Аллази каддаба ва тавалла». То есть, каддаба – это то, что он, когда до него дошли доводы, когда ему говорили истину, когда ему читали слова Аллаха, он говорит, это всего лишь ложь, это сказки. Ватавалля. И он отворачивается. Отворачивается от чего? От приказов Аллаха и стремится совершать те дела, те запреты, которые ему его Господь запретил. И, конечно же, он после этого становится несчастным и заслуживает то, что он хотел. То, к чему он стремился. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, Он воздает каждому по чему? Конечно же, по своей справедливости. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Отдален будет от него богобоязненный. То есть, а тот, который боялся Аллаха, боялся его наказания и стремился совершать благие дела, услышав то, что адский огонь, он очень опасен, он устрашался. Он принимал эти назидания, увидев знамения, он укреплялся. И, конечно же, как Аллах в другом аяте говорит, فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. То есть прибавляйте, и самым лучшим прибавлением, самой лучшей прибавкой будет богобоязненность. То есть человек иногда бывает относится к маленьким грехам легко, говоря, что Аллах же прощающий, Аллах же милостивый. Да, Аллах Он прощает, Аллах Он милосердный, милостивый, но также Он шадидуль азаб, у Него самое сильное наказание. И наш злейший враг никогда же не призывает сразу к большим грехам. Никогда не призывает, чтобы сразу поклоняться каким-то богам. Нет. Все начинается с маленького. С маленьких шагов. И если человек не будет обращать внимание и начнет постоянно совершать эти маленькие грехи, это как снежинка, которая падает с горы. Да, на высоте, на горе она маленькая, незаметная. Но у подножия горы эта снежинка становится каким? Большим комом. И вот здесь уже человек не сможет исправиться. Из-за этого мы всегда должны обращать на наши какие-то прегрешения очень серьезное внимание. И мы все знаем, нету идеального человека. У каждого из нас есть какие-то недостатки, упущения. И мы всегда должны обращаться к Аллаху, чтобы Он нас простил, как это делал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он постоянно обращался к Аллаху.
Даже несмотря на то, что он уже при жизни был обрадован раем. Он в день по 70, по 100 раз просил Аллаха, чтобы он простил его. А мы в каком положении? И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллази ю'ти малаху ятазакка». И как же мы должны себя очистить? Аллах Субханаху ва Тааля говорит: который раздает свое богатство, очищаясь. То есть то богатство, то имущество, которое Аллах Субханаху ва Тааля нам дал, каким образом мы его приобрели, это другой вопрос. Почему? Потому что за каждую копейку, за каждое имущество мы перед Аллахом будем спрошены. Но Аллах Субханаху ва Тааля призывает нас очищаться. Как? Отдавать то, что мы любим. И вот когда человек отдает то, что ему дорого, то, что он любит, вот тогда Аллах Субханаху ва Тааля его очищает. Как пришло в хадисе, дать хотя бы финик, половинку финика. Хотя бы вот так мы должны себя очищать. Если человек будет это делать, то, конечно же, Аллах Субханаху ва Тааля даже такое маленькое он примет и очистит его. Конечно же, от грехов и также от его поступков. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вама ли ахадин индаху мин ни'матин туджза». И всякую милость возмещает сполна. То есть этот человек, который решил что-то дать, он не дает кому-то из-за каких-то заслуг. Нет. Он, как Аллах Субханаху ва Тааля дальше говорит: «Илля бтигаа ваджхи раббихил а'ля». То есть все, что он хочет потратить, он дает это только ради довольства Аллаха. И даже не из-за того, что человек говорит спасибо. Иногда бывает, да, когда человек что-то дает, и потом говорит: смотри-ка, он даже спасибо не сказал. Но мы перед тем, как что-то дать, что-то сделать, должны посмотреть в свое сердце и решить для себя, ради чего я это делаю. И если мы желаем лик Аллаха, то есть если мы желаем рай, то тогда давайте делать. Но если же человек желает еще что-либо вместе с ликом Аллаха, то лучше не делайте. Лучше остерегаться этого, исправить свое намерение и потом только сделать. «Валя сауфа ярда». И Аллах Субханаху ва Тааля заканчивает эту суру: он непременно будет удовлетворен. То есть человек, который в поклонении Аллаху проявлял терпение. Да, бывает иногда то, что с утра вставать неохота, холодно, а надо утренне читать. И вот здесь человек проявляет терпение. Может быть, даже кто-то приходит в дом Аллаха, несмотря на мороз, и поклоняется Аллаху, тогда Аллах Субханаху ва Тааля воздаст ему сполна. И многие ученые говорят, многие толкователи Корана говорят, то, что эта сура, эти аяты были ниспосланы про Абу Бакра. Это
давайте посмотрим, как он жил, как он поклонялся, как он стремился. И всего лишь один эпизод из его жизни я хочу сегодня вам рассказать. И это когда наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал людей, чтобы они тратили свое имущество, чтобы подготовить войско к битве при Табуке. И женщины начали снимать свои кольца, свои украшения. И тогда Умар ибн Хаттаб принес половину своего имущества. И когда пришла очередь Абу Бакра, и он потратил все свое имущество, а он же был не бедным, он был одним из господинов. И когда он все это потратил, и наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, спросил от удивления: что же ты оставил своей семье? Что он сказал? Он говорит: я оставил своей семье Аллаха и его посланника. Вот таким был Абу Бакр. Вот так он стремился к Аллаху, к его довольству. И ему вот эта жизнь была безразлична. И он желал лик Аллаха и стремился к этому. И при любой возможности приблизиться к нему, он хватался сильной хваткой. А у нас сегодня сколько возможностей совершить поклонение, сесть в наш автомобиль, приехать в дом Аллаха, прочитать вместе намаз или получать знания. Но, к сожалению, многие не могут себя перебороть. И не дай Аллах, может быть, именно вот что-то маленькое нам не хватит, чтобы войти в рай. А может быть, повысить нашу степень в раю. Так давайте же стремиться. И как Аллах субханаху ва тааля обещал, тот, кто стремится к легкому, к лучшему, то он ему облегчит. Нам всего лишь надо пожелать. И тогда, иншаллах, Аллах субханаху ва тааля воздаст нам, облегчит. Но если же мы будем предпочитать эту мирскую жизнь, мирские забавы, то тогда, конечно же, Он даст нам, но тем самым может отдалить от лучшего. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля Мухаммад Расулуллах». Субханаллах бихамдик. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху